Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем наши уроки цифровой леттеринг. И мы сегодня с вами уже будем работать с нашей картинкой в графическом редакторе. Будем работать с программой Adobe Illustrator. Это программное обеспечение от фирмы Adobe. И Illustrator является векторной графической программой. Его можно скачать с официального сайта, у него есть пробный период, и можно его использовать несколько дней, неделю бесплатно. Теперь мы приступаем к работе с нашей картинкой, которую мы рисовали на прошлом уроке. Для того, чтобы перевести его в вектор, нужно его положить, скажем так, получить в свой компьютер. Для этого можно сделать это можно двумя способами. Первый способ у нас это отсканировать его, либо сделать фотографию. В моем случае это просто фотография, сделанная через мобильный телефон, и вот я его перекинула на свой компьютер. Вот он так вот выглядит в виде фотографии. Даже я, к сожалению, сделала лишние края. Вы можете их удалить в любом редакторе, хоть в Paint, хоть в Photoshop. Ну, а я даже попробую сделать в таком виде, открыть его в Иллюстраторе. Открываем его в Иллюстраторе. Правая кнопка мышки, открыть с помощью. У меня уже он стоит, Adobe Illustrator 2020 года. Ага. Вот мы его и открыли. Главное окно, точнее, вашей программы может отличаться, точнее, скорее всего, и отличается от моей, но мы каждый шаг будем рассматривать, так что ничего не боимся и работаем с этой программой. Итак, у нас есть наша фотография, которую мы открыли в иллюстраторе. Итак, что мы видим перед собой? С левой стороны у нас есть панель инструментов, и справа у меня уже стоят открытые окна. Если у вас их нет, ничего страшного, мы с каждым окном по порядку будем работать. Первое, что мы должны сделать с вами, это перевести наш объект, он растровый, это обычная картинка, в вектор. Но перед этим давайте научимся работать с камерой нашей программы. Что такое камера? Это как мы видим объекты, да? То есть у нас элемент камеры это, допустим, колесико мышки. Мы крутим колесико мышки и поднимаемся наверх, опускаемся вниз. Также еще один инструмент камеры это у нас клавиша Ctrl, и тоже вот колесико мышки крутим, мы можем наоборот, да, не снизу вверх, а крутиться справа налево. Более важный инструмент это кнопочка Alt. Мы придерживаем кнопочку Alt и двигаем колесико мышки. То же самое, да, куда вот курсор смотрит, туда он и приближается. В данном случае мы должны приближать нашу картинку, поэтому курсор мышки мы держим над картинкой, придерживаем кнопочку Alt и колесико мышки. Крутим и приближаем и отдаляем. Это очень важно, это первое, с чем вы должны научиться работать в программе, это вот инструменты камеры. В 2D или в 3D редакторах всегда начинаем с этого шага. Далее у нас есть инструмент лапка, это у нас пробел и левая кнопка мышки. Держим, как бы видите, рука появляется. И рукой мы можем двигать вдоль, да, картинки, с которой мы работаем. Дальше у нас есть, настраиваем сначала камеру так, как нам удобно, приближаем, отдаляем ее. И дальше мы смотрим на сам объект. Он сейчас выделен. Если мы берем мышку и левой кнопкой выделяем, на объекте появляются вот такие рамки, благодаря которым мы можем уменьшать или увеличивать объект.
На заднем фоне у нас есть белая область, это называется область, монтажная область. Мы тоже про нее поговорим. Сейчас мы берем нашу картинку, можем ее немножечко уменьшить, как вам удобнее, чтобы она влезала полностью в монтажную область. И самый главный шаг, который мы должны сделать, это у нас называется трассировка или трейс, более английский вариант трейс нашей картинки. Мы берем ваш рисунок, который выделяем обязательно, чтобы, видите, рамочка была синего цвета. И так, оказывается, у меня не видно немножечко верхнее окно. Там будет меню окно. И в меню окно мы с вами видим вот такое большое выпадающее меню. И там мы выбираем трассировку изображения. Трассировка изображения или трейс на английском. Мы видим, здесь у меня открылось окно. У вас может открыться вот в таком виде, либо там, не знаю, но я поставила сбоку, но может и здесь находиться, ничего в этом страшного нету. Выделяем еще раз нашу картинку, то есть если она была выделена и мы сделали активную трассировку изображения, она может как бы не реагировать. Как мы видим, что трассировка изображения активна, на ней должны вот эти вот надписи белые засветиться. Еще раз нажимаем, видим, что она светится. Значит, мы с ней, с этим окном сейчас можем работать. Здесь мы берем стиль, да, и выбираем из этого списка самый лучший вариант, это набросок. Набросок и ждем, потому что трассировка занимает некоторое время, и все, вуаля, у нас произошло маленькое чудо, мы избавились с вами от заднего фона, то есть бумага полностью исчезла, фотография превратилась в подобие вот векторного изображения, то есть у нас есть только черная обводка, никаких фоновой картинки нет. Ну, единственное, от чего нам надо избавиться, это вот всякий мусор, который появился из-за того, что я захватила лишние области. Ничего страшного, мы легко это сможем исправить. Вот трассировка изображения. Здесь изогелия вы можете немножко поднастроить, если хотите справа-слева попробовать. Меня же вот трейс нашей картинки полностью устраивает, поэтому я крестиком закрываю. И сейчас я уже буду работать с слоями. Для этого мы опять отправляемся в меню окно, наверху будет написано окно, и заходим там во вкладочку, ищем слои. Вот оно открылось, слои. Сейчас мы его вот список открываем и видим, что у нас картиночка на самом деле все еще на ней векторная, она в виде просто картиночки. Чтобы окончательно превратить его в вектор, мы должны с вами зайти в меню «Объект» и открыть там «Разобрать». Выйдет такое окно, объект и заливку, мы ничего здесь не меняем, просто нажимаем кнопочку «Ок». Все, у нас наша картинка уже приобрела контур внутри. Если мы откроем группу, внутри группы еще группа, но внутри группы мы увидим огромное количество разных объектов, букв. Все они разобрались поштучно. Мы его все это дело разгруппируем, разгруппировать, правая кнопка мышки, и еще раз разгруппировать. И все, наша картинка полностью разложилась на мельчайшие объекты. Смотрите, вот каждый объект я уже могу отдельно двигать. Ctrl-Z, если подвигали, возвращаем, если что-то не так. И начинаем чистить вот эти вот области. Удаляем. И снизу удаляем тоже, вот если есть лишние черные или какие-то объекты, мы их удаляем. Все. В данный момент наш объект превратился полностью в вектор. Векторный объект. Дальше мы на следующих уроках продолжим работать. Мы сможем уже раскрашивать, менять цвета и фон, да, нашей картинки, нашего леттеринга и другие
хитрости узнаем, выровняем картинку, доведем его до красоты, скажем так, да, конечной. Продолжим изучать нашу программу. До новых встреч!